Февраля наш народ отмечает великий праздник – День разгрома фашистских войск под Сталинградом. Мы не забыли военные тяжкие испытания, жуткую цену, заплаченную за победу, миллионы человеческих жизней. Мы храним благодарную память о тех, кто защищал и спас нашу родину от фашистского порабощения. В августе 1942 года Сталинград был мирным городом, как будто и не было минувшего месяца войны. Но война сразу напомнила о себе в день первой разрушительной бомбежки. Сталинград из глубокого тыла стал передовой. И в пятый раз, командуя вперед, блестя штыками, поднималась рота, но бил прямо вражий пулемет из амбразуры маленького дота. И вдруг за дымным валом человек на доту яростно метнулся, пулемет, придушенный навек, струей огня последний захлебнулся. История человечества не знает такой самоотверженности, какого проявили воины и жители Сталинграда. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Война была тяжелейшим трагическим испытанием для нашей Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для наших народов нашей страны, но и всего человечества. Гитлеровцы планировали пробиться к Волге, захватить стратегически важные объекты, поработить и истребить миллионы людей. Сталинградская битва – окончательный перелом в войне, в которой немецкая армия потерпела поражение. С этого времени началось ее отступление из нашей страны. Свой срок не поздно и не рано. Придет зима, загрозит земля, и ты к Мамаеву кургану придешь 2 февраля. И там у той завиндевелой, у той священной высоты, ты на крыло метели белой положишь красные цветы. И словно в первый раз заметишь, каким он был их ратный путь. Февраль, февраль, солдатский месяц, пурга в лицо, снега по грудь. Пройдет 100 лет и 100 метелица, мы перед ними все в долгу. Февраль, февраль, солдатский месяц, горят гвоздики на снегу. Над площадями Волгограда опять метелицы кружат, 20-летние солдаты, которые год земли лежат. А на земле, воспетой в песнях, над Волжской медленной водой поднялся город их ровесник, великий, светлый, молодой.